80 лет системе профессионально-технического образования страны. 2 октября 1940 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о государственных трудовых резервах. За 80 лет система профтехобразования прошла непростой путь, претерпела множество реформ, перестроек и дополнений. За этот период учреждения профобразования подготовили для различных отраслей экономики миллионы квалифицированных кадров. Присуждение этой даты 2 октября в 1940 году это было историческое решение руководства страны того времени, потому что экономика страны, обороноспособность страны, она ковалась трудовыми кадрами, трудовыми резервами. Появилась возможность создавать и созидать новые промышленные предприятия, новые гидроэлектростанции и другие важные стратегические объекты. И для их обслуживания и во время войны, и в послевоенные годы восстановления нужны были трудовые резервы. И в последующие мирные годы, в 60-е, 70-е, именно система профтехобразования давала те необходимые кадры, которые давали мощь стране, давали развитие страны в целом. В первые годы советской власти квалифицированные рабочие кадры в Якутии в основном готовились краткосрочными курсами, школами-мастерскими. Еще в 1918 году были открыты 4-годичные земские сельскохозяйственные курсы. В 20-х годах при Якутской электростанции были открыты мастерские, где начали готовить электромонтеров. Существовали счетно-бухгалтерские курсы, художественные мастерские с индустриально-техническим уклоном. С 1929 года начинаются курсы подготовки киномехаников. Спустя 5 лет начали готовить киномехаников звукового кино. В стране началась коллективизация сельского хозяйства, в Якутию стала поступать сельхозтехника, появились первые тракторы. Остро встал вопрос о кадрах сельских механизаторов. Поэтому осенью 30 года Наркомземья СССР организовал массовые курсы по подготовке сельских механизаторов. Сегодня в нашей системе среднего профессионального образования, которая стала преемницей профтехобразования, в нашей республике существует 34 профессиональных образовательных организаций. Старейшими из них являются Якутский медицинский колледж, Якутский педагогический колледж. Первые промышленные техникумы появились, например, в Алдане в 1930 году, которому 5 октября исполняется 90 лет. 90 лет в этом году также отмечает одно из старейших учебных заведений – Якутский коммунально-строительный техникум. В начале 50-х годов на базе артели «Краснодеревщик» создан учебный комбинат при Якутском промсовете, готовящий обувщиков и швей. В 1955 году реорганизован в профессионально-техническую школу. Становление в республике речного транспорта в середине 50-х потребовало подготовки на месте рабочих и специалистов-речников. Поэтому в 1955 году организованы Жатайское и Пеледуйское ПТУ для подготовки кадров массовых профессий для речного транспорта. В связи с дальнейшим развитием сельского хозяйства возникла необходимость в подготовке механизаторов, животноводов, полеводов. В конце 50-х, начале 60-х были открыты Тюнгулюнское, Нюрбинское, Намское ПТУ. Сельские профтехучилища ежегодно выпускали 500 специалистов. К этому времени в Якутии функционировало 11 учебных заведений профтехобразования. Подготовлены тысячи квалифицированных рабочих разных специальностей. Созданы учебные заведения в крупных районах республики. Если сказать 80 лет, это очень большая цифра. Я хочу остановиться на нашей Якутской республиканской организации, которая была образована в 1964 году указом правительства Российской Федерации. Первым председателем управления профессионального образования был Брызгалов Роман Иванович, участник войны и человек очень большой, героической, как говорится, характер у него был такой очень сильный. И действительно он поставил профтехобразование на ноги, построил много училищ, общежитий.
научно-технический прогресс, бурное развитие народного хозяйства республики привели в 70-х годах к росту потребности квалифицированных рабочих, сложных профессий, механизированного труда. Начался новый этап развития якутской профтехшколы. За эти годы расширилась сеть профтехучилищ, укрепилась их учебно-материальная база. Значительно увеличилась подготовка кадров для народного хозяйства республики. Вот у нас в Якутии эта роль профтехобразования, мне кажется, стоит на первом месте. Потому что без рабочих рук наша республика, дорогая, не будет развиваться. Ну, за счет наших детей, за счет нашего профтехобразования, якутского, у нас республика развивается очень, как говорится, полномерно и большими шагами. Вот наше училище, да, промышленный техникум имени Десяткина, он образовался в 1984 году на базе Якутзолота. Здесь мы готовили учащихся для приисков, золотодобычи, алмазодобытчиков. В 80-е годы осуществлялась целенаправленная работа управления ПТО по профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии. В эти годы в учебных заведениях подготовлено 25 тысяч квалифицированных рабочих по 70 специальностям, в том числе для предприятий цветной металлургии, угольной промышленности, строительства, сельского хозяйства, речного флота, связи. По специальности я радиотехник. Специализация у нас была радиосвязь и радиовещание. И, естественно, она очень большой вклад внесла мне как профессиональной подготовки, потому что там очень хорошо подавали базовые теоретические знания, поэтому мы уже вышли оттуда подготовленные специалисты, могли работать в любой сегменте отрасли связи, начиная там спутниковая связь, радиовещание, объекты дальней связи, радиосвязи. Поэтому мы были очень востребованы по всему Дальнему Востоку. Я прежде всего поздравляю всех, кто задействован в этой нелегкой работе, всех преподавателей и коллег, которые готовят кадры для нашей республики. Приоритетом профессионального образования всегда являлось не только профессиональное обучение, но и воспитание молодежи, формирование активной жизненной позиции у будущих рабочих и специалистов. Я являюсь выпускником лицея центра, закончил в 2010 году по профессии бухгалтер. И благодаря полученному экономическому образованию я смог создать свое предприятие. Сейчас успешно занимаюсь в сфере недвижимости. Хотел бы поблагодарить, наверное, всех своих преподавателей с тем, что они реально делают хорошую работу, потому что именно вот среднее образование, оно дает именно специализированные какие-то знания, которые можно применять в реальных работах. Профессиональное образование прошло несколько этапов модернизации и сегодня является динамично развивающейся системой. Перед регионами стоит задача по обеспечению квалифицированными рабочими кадрами, способными выполнять задания на высоком международном уровне. В системе внедряются новые образовательные стандарты, введен формат аттестации студентов по стандартам WorldSkills. Учреждение среднего профессионального образования – это кузница кадров. На сегодняшний день обучается 23 тысячи человек, студентов в учреждениях среднего профессионального образования. И фундаментом всего должны стать мировые стандарты. Стандарты WorldSkills, которые мы применяем в подготовке кадров. Для того, чтобы наши ребята, выпускники учреждений среднего профессионального образования, могли конкурировать на глобальном рынке труда. Вот это вот самая большая, главная наша задача. Разрабатываем концепцию создания отдельного кампуса для учреждений среднего профессионального образования, где будут применены подходы использования наших мощностей и для реальных производственных задач мирового уровня. Якутия одной из первых в стране присоединилась к движению молодых профессионалов WorldSkills. В этом году наша республика стала победителем национального чемпионата «Молодые профессионалы» в номинации «Прогресс года». Хорошо, что есть такие чемпионаты «Молодые профессионалы» для таких, как я, молодых людей. Это очень помогает в будущем и найти себя в этой жизни. Я уже во второй раз участвую в чемпионате WorldSkills Russia. Это участие дало мне очень большой опыт, знания, двигаться дальше, развиваться.
Я студент 3-го курса Якутского промышленного техникума по огранке ювелирных ставок. Буквально на днях стал бронзовым чемпионом молодые профессионалы. Мне очень нравится моя профессия, огранка ювелирных ставок. Надеюсь, в будущем стану хорошим профессионалом. Сегодня развитие профессионального образования является приоритетной задачей руководства республики. Открываются новые производственные мастерские, закупается современное оборудование, создаются необходимые условия для всестороннего развития студентов, повышения их интеллектуального и творческого потенциала. Благодаря достижениям студентов, труду преподавателей и мастеров производственного обучения, Якутия является одним из лидеров в сфере подготовки рабочих кадров в Дальневосточном федеральном округе и арктической зоне России. Республика Саха, Якутия и Томская область. Хочу поздравить всех студентов, всех работников, всех ветеранов, всех выпускников разных лет, разного возраста, которые выпустились из системы профтехобразования, которые сегодня учатся и работают в системе среднего профессионального образования. Благодаря вам сегодня есть возможность строить и созидать нашу страну. Я поздравляю всех ветеранов, всех, кто работал в системе среднего профессионального образования, начиная с технических работников, которые создают нам условия, заканчивая преподавателями, педагогами, руководителями, мастерами производственного обучения с 80-летием системы среднего профессионального образования нашей страны.